Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем вам важно узнать до пятницы, до следующей пятницы. Загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени, так и спросите, о чем важно узнать до следующей пятницы. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, о чем важно узнать? Смотрите, здесь два человека под одним большим сердцем. Если вы переживаете, будет ли встреча, будет ли свидание, проявится ли к вам человек, да, любимый, желанный человек, то здесь стопроцентный ответ – да. Конечно, два человека вместе, близко-близко друг к другу, под одним большим сердцем. Помех не будет, и встреча будет, и свидание будет, и приятный разговор, и признание у кого-то отыграется. Вы вместе, вы друг друга любите, и у вас все просто шикарно. Тьфу-тьфу-тьфу. Дальше. Здесь про деньги речь идет. Деньги. Деньги просят вас экономить, по возможности рационально распоряжаться теми суммами, которыми вы владеете. Это важный момент, потому что вас ждут какие-то серьезные то ли траты, то ли покупки, и каждая копеечка будет вам нужна. Да? Вот повоздержитесь от каких-то безумных импульсивных трат, ведь буквально в ближайшем времени вам потребуется какая-то конкретная, достаточно крупная сумма для того, чтобы либо что-то оплатить, либо наоборот что-то очень ценное и важное приобрести. Деньги нужно экономить, распоряжаться рационально. Это вот точно не повредит, а наоборот даже вам поможет. Дальше какой-то человек молчит, но молчит не просто так, а потому что человеку нечего вам сказать. Ну вот нечего ответить, нечем порадовать. Нет у человека ответа. И еще так показано, что человек здесь ни при чем, он тоже жертва обстоятельств. Там какие-то другие личности как будто бы то ли договориться не могут, то ли игнорируют этого человека. Да? Возможно, это как-то связано с вашей работой, с вашими делами, с вашими запросами, обращениями. Ждете ответа нет, но не потому, что о вас забыли, а потому, что люди еще как бы не решили, либо не договорились, либо не спустили свое решение вниз тому, кто должен вам ответить. Вы не переживайте. Здесь идет процесс, можно так сказать, и ответ вы точно получите. Возможно, позже, чем надеялись, возможно, гораздо позже, чем надеялись, но ответ будет положительным, вот плюсовым. То есть, чем дольше ждете, тем лучший ответ вы получите, да? Тем больше плюса вы получите. Вот. Не стоит дергать никого, потому что, когда вы начинаете дергать, идет раздражение, человек вообще начнет от вас прятаться, закрываться. Ну, к чему это? Да? Это ни к чему, и себе нервы пожалейте тому человеку. Дальше. Здесь вот конфликтная ситуация, и показано, что конфликт будет идти на спад, причем просят вас реагировать зеркально. Ну, допустим, да, вы с кем-то в конфликте. Вы увидите, что человек старается минимизировать конфликт, либо человек старается как-то вот более обходительно с вами обращаться. Зеркальте этого человека. Это не значит, что вы должны попросить прощения, либо первым сделать шаг, протянуть руку. Нет, делайте зеркально. Конфликт будет сходить на нет. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее тенденция очень хорошая показана. Просто зеркальте, и в один момент вы поймете, что вы уже и не конфликтуете. Да, человек, возможно, и первую руку протянет, и все. Договоритесь, обсудите, и больше ругаться точно не будете.
Дальше. Говорят, что вы что-то упускаете, что может очень сильно бомбануть. Какая-то проблема, либо какая-то сложная ситуация, вы ее запускаете, вы про нее либо позабыли, либо вот так, знаете, рукой махнули, ну типа времени нет. А может быть даже кто-то вам пообещал, что типа ты не переживай, я разберусь. Вот. Бомбануть может очень громко и даже может вас немножко напугать. Там очень похоже на состояние лавины, да, вот когда идет лавина, там начинается все там с какого-то маленького какой-то маленькой снежинки, да, либо маленького комочка снега, а потом она, значит, набирает обороты, и там прям уже снежная волна идет, да. Вот, пожалуйста, потяните все свои хвосты. То, что вы забросили, то, что вы отложили, на кого-то переложили, прям проконтролируйте. И нужно заниматься здесь, этим и сейчас, чем потом вот слышать этот выстрел, да, либо взрыв, и в ужасе, в панике кидаться, чтобы это все как-то более-менее там собрать, либо привести к какому-то более-менее приятному виду. Да? Потом будет гораздо сложнее, труднее, опять же, эмоциональное вот это идет, да? Эмоциональный надрыв, даже какой-то испуг, паника. Вот. А сейчас потихонечку вы можете все сделать. Да, ну а если вы на кого-то положили, знаете, что там человек тоже забыл про то, что вы его попросили, либо чем-то другим увлеченно занимается, а ваши дела вот так в стороночке лежат. Еще на работе, скорее всего, говорят, что нужно тихо, быть тихо, вести себя тихо, не вылазить, не высовываться, поменьше говорить, побольше слушать. Какая-то обстановка не очень здоровая. И здесь вот как большая коса, она как дамоклов меч, как будто бы над всеми висит. И кто будет выше, да, кто будет громче, вот по тем людям эта коса первая и ударит. Вот. Не могу сказать конкретнее, но просят, чтобы вы потише были, поспокойнее, потише, и чтобы прям не высовывались, да, потому что активистов выкосит в первую очередь, либо слишком огромных там людей, которые возмущаются, права качают, да, все наладится со временем, но вам нужно быть потише, все равно вы ничего никому не докажете, потерять работу, ну это прям совсем неинтересно, и я думаю, что это будет для вас прям болезненно. Да? Будьте потише, будьте поспокойней. При рыбке вы будете. Да? С рыбкой в руках вы точно будете. Будете высовываться. Про косу я вам уже сказала. Так, троечка. Троечка, она ведь не троечка, она ведь троечкой только кажется. Есть какие-то люди рядом с вами, они вас на правах друзей, да, друзья мы подруги, куда-то вот пытаются затащить, отвести. Вот. Но люди, которым не стоит доверять, либо люди, как, знаете, продажные личности мне идут. Вот. Не стоит так доверчиво к ним относиться и не стоит во всем полагаться на этих, якобы друзей, подруг. Вот куда-то они вас тащат и ведут. Может быть, вас куда-то везут в какое-то место. Они говорят, что там классно, там замечательно, а там прям ужас какой-то будет происходить. Может быть, они вас завлекают на какие-то заработки и говорят, да ты не бойся, да ты не переживай, там все классно, там все проверено, там ничего делать не надо, вот там миллионы, миллиарды будешь за день, там за час получать. В общем, тройка не тройка, а только лишь имитация тройки. Это не друзья, это не подруги, это люди ушлые, это люди сами себе на уме. Все, что им нужно, это, не знаю, использовать вас, да, либо попользоваться вами. В общем, как-то не очень это все красиво выглядит. Так, про мужчину говорят. Мужчина. Говорят, что вы с ним не ругались. То ли у вас уже что-то наболело, накипело и хочется высказаться, либо он вас бесит своим отношением, поведением. Но говорят, не ругайтесь. И показано, что у него вот как раз-таки к пятнице что-то произойдет такое, чему и он будет рад, и вы будете рады, и обещают большие радужные перспективы. Допустим, крутой денежный заказ, либо приглашение на хорошую, крутую работу. А если вы с ним поругаетесь, то он может как бы и проигнорировать ваши потребности, да, получив деньги, там, не особо вам что-то дать. Вот. Лучше потерпеть, лучше не ругаться. Вот. Он еще вам пригодится, девочки, да, он еще пригодится, и если у вас будут хорошие отношения, я так понимаю, что вам там прям лакомый кусочек перепадет. А если вы будете в ссоре, то мужчина может и
зажать, да, зажать, либо там чуть-чуть вам совсем дать, потому что вообще даже не признается, что у него такой хороший денежный заказ, либо очень хорошая работа подвернулась. Вот, потерпите, потерпите, это вам копеечкой обернется. Дальше про ребенка показывают. Говорят, ребенок, ну, не учится, это понятно. То ли какие-то экзамены, то ли какая-то контрольная. В общем, не хочет не готовиться, не учиться, хотя ребенок очень талантливый, смышленый. И вот его что-то отвлекает. То ли друзья какие-то, компания, да, не очень благополучная, то ли телефон, компьютер, не знаю, игры какие-то. Вот что-то его отвлекает. Тут не грешно будет связаться с классным руководителем, да, выяснить, когда там тестовые задания, когда контрольные, когда какие-то вот важные мероприятия. И немножко ребенка, ну, погонять, извините за слово, да, может быть, ограничить немножко доступ к развлечениям и перенаправить внимание на обучение. Потому что ребеночек умный, смышленый, ребенок, который может получить хорошие оценки, но нужно подготовиться, да, либо что-то прочитать, обновить свои памяти. Вот этим нужно вопросом заниматься. Если вы хотите, чтобы у ребенка были хорошие результаты, чтобы ребенок не отставал, да, чтобы не было потом больно, печально и обидно, то нужно немножко ограничить либо время, которое ребенок тратит на то, чтобы проводить с друзьями, либо время вот компьютер, телефон. Ну, я думаю, кто понимает, о чем речь, кто себя узнал, кто узнал своего ребенка, вы поймете, что нужно ограничить. Говорят, прикрути, чуть-чуть прикрути. Может быть, не полностью, частично, да. Пусть вот там часик позанимается, часик поиграет, да, вот это будет логично. Дальше женщину показывают. Женщина, которая, ну, давайте так скажем, да, женщина очень крутая, но женщина слишком сильно подвержена мнению окружающей среды. То есть для вас важно, что думают и говорят о вас те, кто вас окружает. Даже если эти люди намного менее квалифицированы, либо намного менее образованы, чем вы. То есть вот то ли вас так приучили, такое воспитание, да, может быть, у вас родители, вот как непререкаемо все было в семье. Вот старший сказал, значит, так и должно быть. А если у старшего там знаний не хватает, да, это уже не важно. Тут кто старше, да, тот и прав. Мои хорошие девушки, женщины, вы очень талантливые, вы замечательные, вы профессионалы, вы умнички, но вот этот стереотип, который засел у вас, что вот кто старше, тот и прав, он вам реально по жизни мешает. Может, вам пора прекратить пользоваться всем этим знанием, да? Может быть, попробовать как-то по-другому, да? Может быть, лучше опираться на свой ум и на свою интуицию, чем на чьи-то не совсем качественные, полноценные советы. Вам советую туфту, говорю честно, прямо как я это вижу. Эти советы заведут вас, ну, просто вот в пропасть, понимаете? Там вот дальше падать уже некуда. Человек вам дает советы, ну, не потому, что хочет вам навредить, да, а потому, что сам не знает, как правильно. Вот человеку так кажется, либо кто-то где-то сказал, и вот я на это как делаю акцент, на веру это все беру, и ты, значит, так делай. В общем, вам дают дурные советы. И мне кажется, что это кто-то из родни, либо кто-то из, допустим, старшего поколения, это может быть коллеги, кто постарше, либо руководители, кто постарше, вам дают дурные советы. Вот, следуя этим советам, вы просто вот в пропасть летите. Надо все-таки своей головой жить. Тем более вы очень умный человек, у вас очень высокий IQ. И поверьте, если опираться только лишь на себя, то вы за короткий срок, во-первых, выйдете из того болота, в котором находитесь, а во-вторых, вы прям блистать будете, в короне блистать. То есть займете свое место под солнцем. Вот, хватит слушать ну, вот этих лжесоветчиков, либо советчиков, которые всякую ересь вам советуют. Ну вот мне идет именно так. Вы уже не ребенок, да, чтобы вам говорили, что одевать, а что там делать, не делать. Вы сами все прекрасно знаете. Дальше показана птичка в клетке, но в клетке открыта дверка, да, то есть птичка может в любой момент просто вылететь из этой клетки и быть свободной. Что не хватает птичке? Ну, наверное, решимости, смелости не хватает.
Вы жалуетесь, да, вы жалуетесь, что ваша жизнь, она как в клетке, но при этом вам страшно эту клетку покинуть. Дилемма. Это дилемма. Дилемма на миллион. Ищите вдохновение, ищите, может быть, какие-то истории людей, похожие на ваши истории. Может быть, вам это поможет. Клетка открыта на самом деле. Даже если вы не видите этой дверки, открытого выхода, да, клетка открыта. Вы, скорее всего, сами себя в этом убедили, да, что вот я не могу выйти, я именно в клетке сижу. Ну, кому надо, тот поймет, кто готов, тот услышит. Понимаете, вот об этом речь. Все только лишь от вас зависит. Вас уже никто не держит. Вы вполне себе можете в любой момент из этой клетки вылететь и быть свободной птичкой. Дальше мужчину показывают. Мужчина, который, ну вот он как решиться не может. И он решиться не может, и вас этим очень сильно раздражает. Вам кажется, что он все делает назло. На самом деле он очень напуган, похож на ребенка. Он правда не знает, что ему делать. Он правда запутался. Правда. Здесь нет какого-то злого умысла с его стороны. Здесь просто беспомощность идет с его стороны. Может быть, следует сменить свою риторику, свой подход, свое отношение и действительно в такой критический момент протянуть ему руку. Вот подумайте об этом. Вы же уже все попробовали, да? Попробуйте и это. И поверьте, будет очень хороший результат. А вот здесь показывает человека, который затаил на вас обиду. Не могу сказать за что, но опять же вы все слишком разные. Но вот обида вполне себе такая, терзает сердце этого человека. Человек хочет вам даже что-то в отместку сделать. Будьте поаккуратней. Этот человек ведет себя необычно, нетипично, в глаза не смотрит, сквозь зубы говорит и взгляд какой-то вот чужой, холодный, отстраненный. Здесь именно речь идет об обиде. Обиделся этот человек. Либо дайте время этому человеку на прийти в себя, может быть, обдумать ситуацию, ну, либо пытайтесь разговорить этого человека. Да? Возможно, если человек выскажет свою обиду, вы поймете, с чем вы имеете дело, и можете на это повлиять. Так показали. Дальше показывают дорогу, которую нельзя откладывать. То есть не откладывайте какую-то поездку, не откладывайте какую-то дорогу. Если вы задумали, либо есть какая-то необходимость, как можно скорее поезжать, как можно скорее это все сделайте и воплотите. Иначе ситуация может поменяться настолько критично, что уже прям будет в напряг это все делать. Либо с большими затратами, либо с большими какими-то перепонами вам придется это все делать. Сейчас хорошее время на осуществление задуманного. Чуть попозже, да, после пятницы, там уже придется по полной выкладываться, либо какие-то дополнительные затраты нести, голова будет болеть, да, не только, кстати, голова может болеть. Вот подумайте об этом. Если у вас какая-то дорога на носу, поезжайте и не откладывайте. Откладывать больше нельзя. Время на исходе показано. Так, продукты. Что это? Питание, продукты. Вот я вижу, что вы что-то кушаете, что вам вредит, что как-то пагубно влияет на ваше здоровье. Может быть сладости, может быть копчености, перчености, может быть не совсем что-то свежее, да? Что вы кушаете? Ну-ка, признавайтесь. Себе признавайтесь, не мне. Что-то вы такое кушаете, вы понимаете, что нельзя, не стоит, но вы все равно это делаете. А себе говорите, я же чуть-чуть, да. Вот, влияет. Это влияет, то, что вы кушаете, и могут быть неприятные последствия. То есть здесь вредительство сам себе наношу. Вот. Вы все взрослые, да, я не мама, чтобы вас тут вычитывать, рассказывать, что правильно, что неправильно. Я вам просто описываю те знаки, которые я вижу. Здесь показано, что вы сами себе создаете проблему своими собственными руками. А потом будет обидно, а потом будет неприятно. Скажете, да как же так, да? Что же я за слабовольное создание-то такое, да? Почему не удержалась, почему не сдержалась? Слушайте, пока не поздно, задумайтесь. Я так понимаю, что после пятницы уже прям
будут последствия. Не дай бог, конечно, но все в ваших руках. Сегодня у нас понедельник, да, все еще можно исправить. Дальше показывают какого-то человека, который не на шутку вас испугался. Вы для этого человека страх и ужас, угроза номер один. И человек в таком состоянии, знаете, загнанной крысы. Крысу, которую загнали в угол, они обычно, эти крысы опасны, они могут кинуться. Да? От ужаса, от страха она может пойти в атаку. Кого-то вы так сильно напугали. Вам бы с этим человеком поменьше общаться, поменьше встречаться. И еще как-то нужно себя немножко обезопасить. С этим человеком у вас то ли был конфликт, то ли какие-то, знаете, вот обмен угрозами мог произойти. Может быть, даже вплоть до того, что вы там несколько недель назад, да, поссорились, и человек так сильно вас испугался, сам себя еще накрутил, сама себя накрутила, что вот какое-то действие может быть. Подумайте, с кем ругались, и постарайтесь не общаться, не встречаться. Думайте о каких-то примитивных мерах для того, чтобы себя защитить. Вот. А человек такой, знаете, как загнанная крыса показан. А может быть, вы разоблачили этого человека. Человек, блин, она все про меня знает, да? Надо что-то делать. Ну, неприятный момент, конечно, но его можно избежать. Избежать, если не общаться, не встречаться, не искать встречи с этим человеком. Да. Тут если какое-то время пройдет, вот так показано, то человек, он предпочтет куда-то, не знаю, съехать, переехать, уехать, уйти, ну вот лишь бы с вами не встречаться. А если вы целенаправленно ищете встречи, еще там хотите что-то высказать, досказать, то человек может прям наброситься, да, ну потому что настолько уже испугался, что себя не контролирует. Дальше. Дома. У кого-то дома что-то на ладан дышит. И если это не ремонтировать и дальше эксплуатировать, то может прям сломаться. Сломаться уже по-взрослому, по-серьезному. И у кого-то прям раз и навсегда. И, возможно, когда вы пользуетесь этой вещью, прибором, инструментом, вы понимаете, что что-то идет не так, но сами себя утешаете, ну типа, если работает, значит все нормально, да, возможно, мне показалось. На самом деле вам не показалось, или несите в ремонт, либо ищите замену, да, потому что сломается 100%. Там уже как все уже предопределено. И еще про какого-то человека говорят, что не забыл, не забудет, прибудет. Может быть, вы с кем-то хотите пообщаться, встретиться, либо кто-то обещался. Говорят, что будет, встреча будет, общение будет, и человек не забыл. Да, может, обещание какое-то не забыл. Вот, может, вы зря нервничаете, либо сами себя накручиваете. Вот показано, что все будет. Все будет, и еще хорошее время у вас с этим человеком. Просто замечательное время. А здесь еще показано, что вам кому-то писать не надо. Вы кому-то хотите написать, лучше не надо. Лучше подождать. Человек напишет вам сам. И здесь очень важно выдержать эту паузу. Да? Может быть, вас на слабо берут. Вот. Не поддавайтесь. Не поддавайтесь, все будет хорошо. Человек вам напишет. Чего бы это ни касалось. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.